Здравствуйте и добро пожаловать на международную онлайн-дискуссию. Сегодня мы здесь, чтобы поговорить о форуме «Глобальный кризис. Наше спасение в единении», который прошел 12 ноября и все еще доступен онлайн. Так что каждый из вас может пойти и посмотреть его онлайн. А сегодня здесь, в студии, ваш ведущий Тали и мой соведущий Марик. Марик, как у тебя настроение сегодня? И какие у нас гости? Спасибо, Талий. Добро пожаловать, дорогие зрители. Да, действительно, сегодня мы будем говорить на очень интересные темы. И сегодня у нас очень интересные гости. Виктория Ройтенбург-Белокорту из Испании. Виктория — научный сотрудник, доктор философии. Она биохимик, врач-натуропат, преподаватель университета, писатель и поэт, а также двуязычный переводчик. Добро пожаловать, Виктория. Здравствуйте. И сегодня с нами Лисет, специалист по правовым вопросам. Спасибо. И, наконец, с нами эксперт по вертикальному фермерству Михал Фойсик из Чехии. Михал является основателем вертикальной фермы Future Farming Fest в Чехии. Добро пожаловать, Михал. Приветствую вас и спасибо. Большое спасибо. Итак, сегодня мы будем обсуждать очень интересную тему о проблемах продовольствия и о том, какие существуют сложности в том, чтобы накормить всех людей на планете. Поэтому мой первый вопрос будет к Виктории. Виктория, мы знаем, что вы внимательно смотрели форум. Не могли бы вы поделиться с нами своим мнением, а также ответить на вопрос, какие темы с форума были для вас наиболее значимыми? Мне кажется, что самое важное в этом форуме — это то, что мы сейчас реально живем в экстремальной ситуации. Мы не знаем, как точно определить, но она может положить конец всем нашим шансам на спасение человечества и всей планеты. Может все закончиться через 6 или 14 лет, но не через столетия. Поэтому мне кажется, что самое главное сейчас — это посмотреть форум, услышать, что мы все должны объединиться вместе, и каждый, привнося свой наилучший вклад, может сделать так, чтобы наша планета, наша цивилизация были спасены, и чтобы мы могли оставить нашим детям, внукам, правнукам и другим потомкам процветающий, справедливый мир. Мир, достойный человека. Реально достойный мир. Спасибо большое. И я хотел бы спросить ваше мнение о форуме и о том, как вы о нем узнали. Какова была ваша история? Мы знаем, что вы обратились к нам на сайте. Не могли бы вы немного рассказать больше об этом? Конечно. Как и многие другие, я просматривала TikTok, и, в общем, так получилось, что я увидела это и почувствовала сердцем, что мы определенно можем изменить ситуацию, но, как было сказано, нам нужно объединиться, чтобы действительно чего-то добиться. Я работаю в сфере государственной помощи, то есть с людьми с низким уровнем дохода, поэтому я вижу всю ситуацию изнутри, вижу, где нужна помощь, но правительство предоставляет только определенную сумму, которой в настоящее время недостаточно. Поэтому, когда я наткнулась на информацию о форуме в TikTok, я подумала, о чем это? В глубине души я верю, как и было сказано, что выжить можно только объединившись. Я верю, что если бы все могли объединиться, мы смогли бы помочь всем людям, которые находятся в менее благоприятной ситуации, и они могли бы добиться большего. Вот почему я посмотрела весь форум, и это определенно произвело сильное впечатление. Спасибо, Лисет. Действительно, для того, чтобы люди смогли принять правильное решение, очевидно, что все мы должны быть
проинформированы. И это было главной целью организации глобального форума, потому что сегодня в нашем потребительском формате общества многие факты просто игнорируются и замалчиваются. А если у нас нет этой информации, мы не можем принять правильное решение. Совершенно верно, что одной из главных опасностей нашего сегодняшнего общества является голод. Миллионы людей страдают от голода, с одной стороны. С другой стороны, у нас есть доступные технологии. Поэтому сейчас я хотел бы продолжить нашу дискуссию и обратиться к Михалу. Итак, Михал, как вы думаете, каковы основные препятствия на пути внедрения современных технологий, которые могли бы помочь нам решить проблему голода? Это очень сложный вопрос, но давайте разделим его на несколько подвопросов. В некоторых странах это деньги или, возможно, недостаток технологий. А в очень хорошо развитых странах главная проблема — это законы, потому что бюрократия может остановить прогресс. Поэтому я думаю, что проблема в том, что мы вынуждены решать не одну проблему. У нас множество проблем, и они не одинаковы по всему миру. Поэтому я думаю, что в Европе это законы и бюрократия. А, к примеру, в Африке это деньги. И, например, в Азии, где живет большинство населения, такой движущей силой, которая стимулирует вертикальное фермерство или современные способы ведения сельского хозяйства, является то, что у них очень большие проблемы с продовольствием. Я думаю, что Европа страдает от своего рода благополучия. Европа страдает от своего рода благополучия. У нас все хорошо во всем, и мы живем, имея много еды. Но это и является проблемой, из-за которой трудно построить что-то значительное и устойчивое здесь, в Европе. Не так просто ответить на этот вопрос одним словом или одним предложением. Надеюсь, вы меня понимаете. Да, безусловно. И одна из особенностей форума в том, что проблемы рассматривались с разных точек зрения, с разных сторон, и там была представлена целостная картина того, как устроено наше общество. И я знаю, что одной из причин, почему вертикальное фермерство не так сильно распространяется по миру, являются высокие цены на электроэнергию. И мы поговорим об этом немного дальше в нашей беседе. А сейчас я бы хотел спросить Викторию, что для вас было самым значимым на форуме? Какая часть форума затронула ваше сердце больше всего и, возможно, связана с вашим профессиональным опытом? Почему люди должны ознакомиться с форумом, по вашему мнению? Ну, на самом деле, меня затронули несколько тем. Не один какой-то пункт, а несколько. К примеру, информация была очень обширная, очень четкая с моей точки зрения, это первое. И информация нам говорит о том реальном мире, с которым мы сейчас сталкиваемся. Мне кажется, весьма важно, очень важно, чтобы люди видели реалистично эту ситуацию, которая на сегодняшний день есть. И они руководствовались чем-то, где нам лгут, что-то преуменьшают, искажают и так далее. То есть вот это было важно. А еще касательно дискуссий и озвученных точных данных о том, в какой ситуации сейчас находится планета Земля,
какой ситуации сейчас находится наше общество. Вот это было интересно. Другая вещь, а это вытекает из предыдущего, оно тянет за собой целую цепочку. Это то, что мы должны делать для самих себя, потому что мы просто огромное количество членов одной огромной семьи человеческих веществ, человеческих существ. И все, что мы делаем для самих себя, мы делаем также и друг для друга и для всех остальных. Вот это мне доставило самую большую радость. Я не знала раньше о созидательном обществе. У меня не было такой информации, таких знаний, поэтому я была очень-очень рада, что есть уже огромное, значительное количество людей, которые непосредственно занимаются передачей знаний для спасения всего человечества. Это человечество мы представляем, и также они делают это для будущих наших поколений. Также для меня очень важно было то, что не просто есть какая-то точка зрения, не просто запрограммирована, а есть реальные действия в этом проекте. Мне очень понравилось, я сразу заинтересовалась. А что касается темы голода и прочее, но об этом можно, конечно, много говорить. Например, также могу рассказать о ситуации, которая, с моей точки зрения, достаточно легко разрешить, и это можно сделать практически без технологий, просто с помощью обучения. Например, это проращивание семян. Это можно осуществлять с помощью небольшого количества воды, солнечного света и минимального количества времени. Пророщенные зерна, кроме того, содержат с точки зрения питания огромное количество всего питательных веществ, ферментов, витаминов, то есть всего того, что необходимо нашему организму, чтобы оставаться здоровым и активным. Думаю, что это основное, что могу сказать на данный момент. Спасибо. Спасибо. Одно из препятствий, о которых говорил Михал, мешающих нам внедрять вертикальные фермы и современные технологии, это правовой аспект, правильно? И я знаю, Лисет, что вы являетесь специалистом в области права. Могли бы вы поделиться с нами своим мнением о сложности существующих законов? Мы можем столкнуться с тем, что не только в этой области, но и во всех областях нашей повседневной жизни большинство законов непонятны и не учитывают внедрение современных технологий и решение вопросов, которые мы имеем сегодня. Что же мы как общество можем сделать, чтобы улучшить ситуацию? Во-первых, я думаю, что дело в том, как система устроена сейчас. Это очень, мне хочется сказать слово «несправедливо», потому что я имею дело с распределением средств, к примеру, для сообществ с более низким уровнем дохода. Они лишены определенных возможностей, и им приходится проходить через различные нормативы, чтобы претендовать на самый минимум. Им приходится бороться за базовые потребности. Так что улучшить ситуацию можно, опять же, через наше единение, потому что, честно говоря, глядя на людей, с которыми я работаю, у них часто не хватает средств, даже на месячный запас основных продуктов питания. Из того, что я здесь узнала, для меня стало очевидным, что все мы можем иметь достаток. Это только вопрос возможности информирования всех людей. Понимаете, что я имею в виду? Не знаю, как правильно выразиться, но это только вопрос информирования и обучения людей на самых разных уровнях. А не только тех, кто хорошо разбирается во всей ситуации, со всем тем, что происходит сейчас с Землей, но
каждого на различных уровнях. Не знаю, не только врачей, не только обычных людей, но каждого. Поэтому я думаю, нужно найти способ упростить это послание, я думаю. Это может помочь, потому что я просмотрела весь форум, все 12 часов, так как мне понравилось, и мне было интересно. Однако для подавляющего большинства, я думаю, помогло бы, если бы нашелся способ донести информацию в кратком изложении, чтобы до них как минимум дошло, о чем это вообще. Это распространило бы информацию не только среди тех, кто заинтересован, но и среди широкой публики. Я думаю, это был бы шаг в правильном направлении. Извините, если я не совсем правильно выразилась. Да, спасибо большое. Это действительно блестящая идея. И я хочу обратиться ко всем нашим зрителям и всем участникам и сказать, что не стоит ждать, пока кто-то другой придумает это блестящее краткое изложение. Если вы посмотрели форум, и вы знаете, что что-то можно доработать, что-то можно подправить, вы можете это сделать, вы можете написать статью и таким образом сделать свое обращение, потому что это все сделано обычными людьми. Если вы посмотрите предыдущее видео, а затем последующее, вы увидите прогресс, вы увидите, что есть прогресс. Наши волонтеры постоянно ищут, что находит отклик у людей, как передать сообщение в наиболее удобоваримой и короткой форме, чтобы люди действительно его поняли. Пожалуйста, продолжайте. Что-то вроде трейлера. Когда вы идете в кино, вы не знаете, какой фильм вы будете смотреть, верно? Но если вы видите где-то трейлер, как бы небольшое резюме того, о чем эти 12 часов взяты оттуда, так, чтобы люди могли просто сказать, вот о чем это, в противоположность тому, сколько людей готовы потратить 12 часов своего дня на просмотр. Так что хорошо было бы обобщить эту информацию и сделать это привлекательным, чтобы разбудить их любопытство. Совершенно верно. Давайте устроим мозговой штурм. Давайте посмотрим, какие пункты вам кажутся наиболее значимыми. И, Михаил, пожалуйста, может быть, у вас тоже есть предложение? Да, Лизет сказала о реальной проблеме, решение которой мы должны найти. И я хочу отметить, что мы пытаемся добиться некоторого прогресса с помощью проекта под названием «Борьба с голодом». И идея заключалась в том, чтобы установить систему аквапоники в начальных школах для детей и дать детям возможность выращивать собственные овощи и рыбу. Идея состоит в том, что дети научатся выращивать еду, и на выходе из школы у них будут знания. Поэтому дело не в том, чтобы дать им технологию, деньги или еще что-то еще. Мы должны дать им знания. И если у них есть знания, они могут построить свою собственную систему на своих огородах и везде, где они окажутся в будущем. Поэтому я считаю, что это правильный путь. И мы начинаем с этого направления и пытаемся добиться прогресса в глобальном масштабе. Да, я абсолютно согласен с Михаилом. Это все происходит, когда идея становится популярной. Например, если подумать об идее зеленой энергии. Прежде всего, нас убедили, что существует проблема CO2, которую мы должны устранить. А затем у нас появилось решение. И сейчас мы находимся в похожей ситуации, но в другом аспекте. Проблема гораздо серьезнее и гораздо реальнее. И решение также намного сложнее. В нем много слоев, в нем много вещей, которые нужно исправить. Но главное, что все это можно сделать в рамках правового поля каждой страны, просто сделав популярную идею, что человеческая жизнь выше денег, выше прибыли, выше всего остального. И мы можем построить общество с самоуправлением, где люди сами решают, куда им направить деньги. Потому что, как только что сказал Михаил, есть проблемы с законодательством. Всегда есть политики, которые слишком много заботятся о себе и слишком мало о реальных проблемах. Они хотят быть переизбранными, вместо того, чтобы действительно принести изменения. И мы не можем винить их за это, потому что они работают в существующей системе. Сама система создает условия для того, чтобы они действовали определенным образом, потому что им приходится беспокоиться о тех вещах, которые важны для них, как для отдельных индивидов в системе.
Но повторюсь, в то же время мы видим, что люди очень хотят работать по-другому. Мы видим, что технологии развиваются очень быстро, а юридические законы, как правило, не успевают за ними. Как же создать условия, при которых люди смогут сами создавать запрос на то, что им действительно нравится? Возьмем, к примеру, вертикальные фермы. Мы знаем, что есть много проблем. Но если только люди поймут, насколько важно для их выживания и для их безопасности создавать эти технологии, как вы думаете, как это изменит запрос людей на их внедрение? И еще, может быть, просто выскажу идею. Мы знаем, что зеленая энергия была супер неэффективной и очень дорогой. Но используя дополнительные налоги на обычную электроэнергию, распределяя эти налоги, создавая субсидии, они смогли сравнять эту цену и заставить нас покупать супер дорогую энергию из так называемых возобновляемых источников. Возможно, что-то подобное можно было бы сделать и с вертикальными фермами, если только люди узнают, насколько они важны. А если говорить о важности, то каковы основные преимущества вертикальных ферм, Михаил? Okay, main advantages is you use. Хорошо. Итак, основные преимущества в том, что вы используете намного меньше места. Так, если вы хотите производить какое-то количество свежих овощей, если вы используете земледелие на поле, вам нужно много места. Но благодаря вертикальному земледелию, а вертикальное означает, что вы можете подниматься вверх и выращивать, может быть, в 10, в 12 раз больше с 1 квадратного метра. Это одно из преимуществ. Второе преимущество заключается в том, что вы управляете условиями, а значит, ваши растения не страдают от недостатка солнечного света в пасмурные дни или каких-то температурных неудобств. Таким образом, вы можете управлять всеми этими условиями, и рост растений будет на 20, а может и 30% лучше. И последнее, но не менее важно, это питательные вещества. Если вы используете органические удобрения, у вас могут быть очень чистые и очень полезные овощи. Если вы используете искусственные удобрения, это может быть хуже или не очень хорошо, но вы можете сделать это правильно и неправильно, как обычно, как и во всем. Так что я думаю, это главное преимущество. Я наверняка что-то забыл, но я думаю, что это самое лучшее. И я хочу рассказать одну короткую историю. Например, мы говорим о городском фермерстве, и это означает выращивание овощей или рыбы, не имеет значения. Или речь идет о производстве продуктов питания в центре города, в хорошо развитых районах с большим количеством зданий. И у каждого здания есть крыша. И на крыше можно поставить теплицу, и можно выращивать еду на крышах. И это поможет, например, с отоплением городов и так далее. Представьте себе, на нашей планете есть место, это юго-запад Китая или юго-восток Китая, где на 100-километровой окружности живет около 150 миллионов человек. И это Макао, Гонконг, Шэньчжэнь и район Гуандун. И они не в состоянии обеспечить достаточное количество продовольствия для этих людей из сельскохозяйственных районов. Поэтому они вынуждены выращивать свою еду в городских условиях. Им приходится это делать. И для меня это сигнал, что если население планеты будет расти, то эта проблема будет распространяться. И если наши города
будут становиться все больше и больше, нам придется выращивать еду в этих городах. Поэтому для меня есть только один способ решить эту проблему, и это вертикальные фермы. На самом деле это очень хороший момент, потому что действительно нам нужно придумать решение проблемы заранее, верно? Поэтому мы и делаем все это, информируем о возможностях, о технологиях, которые мы можем внедрить в созидательном обществе. Потому что одна из многих проблем и препятствий, почему технологии не развиваются, заключается в том, что все мы зависим от ежемесячного дохода для того, чтобы выживать, верно? А если бы мы внедрили все эти технологии, роботов, искусственный интеллект. И знаете, я уже видел автономные фермы, где обо всем заботятся роботы. И это приведет к тому, что люди потеряют работу. Вот почему так важно взглянуть шире и изменить формат общества, чтобы можно было внедрить все эти технологии. А еще есть поговорка, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. И волонтеры проекта «Созидательное общество» подготовили замечательный ролик для международного формата, и я хочу пригласить всех посмотреть его прямо сейчас. Сегодня мы легко можем решить проблему голода на основе уже существующих технологий. Один из ярких примеров – это вертикальные фермы. Главными отличиями вертикальных агропроизводств от традиционных тепличных хозяйств являются многоярусное размещение насаждений и полностью контролируемый в закрытом помещении климат. В вертикальных фермах используется несколько технологий. Первое – гидропоника – выращивание в искусственной среде без почвы. Второе – аэропоника – выращивание в воздушной среде без почвы. Третье – аквапоника – технология, сочетающая гидропонику и аквакультуру – выращивание рыбы. Таким образом, мы видим, что почва не используется, нет насекомых, нет необходимости использовать пестициды, продукты экологически чистые. Это закрытый комплекс, он не вредит экологии. Его эффективность говорит сама за себя. Вертикальная ферма Mirai Corp в Японии является одной из крупнейших сити-ферм на планете. Для ее функционирования необходимо на 98% меньше воды по сравнению с классической фермой, а ее продуктивность в 50-100 раз выше. Американская ферма AeroFarms проводит до 26 сборов урожая за год и производит в 390 раз больше продукции с квадратного метра, чем при выращивании на полях. AeroFarms выращивает сегодня более 550 различных сортов фруктов и овощей. Сегодня в центре НАСА проводятся практические разработки по выращиванию злаков для обеспечения людей в условиях космоса. Ученые Стэнфордского университета рассчитали, что пшеница, выращенная с использованием 10-ярусной вертикальной фермы в закрытом помещении, может иметь урожайность в 660 раз выше, чем дают современные методы ведения сельского хозяйства. В 2020 году мы опубликовали документ о производстве пшеницы на вертикальной ферме. И на самом деле можно производить много продуктов, и не только в сезон, а все 365 дней в году, совершенно независимо от климата. Но проблема в том, что это довольно дорого стоит. Каждый год нужно тратить около 15 миллионов долларов на электроэнергию, что является довольно значительной суммой. И если решить проблему с электричеством, это будет замечательно, ведь у людей будет еда. И эту проблему с электроэнергией мы решим в первый год переходного периода к созидательному обществу, благодаря постепенному внедрению бестопливных генераторов энергии, которые существуют уже сейчас. Еще одна удивительная возможность, которую дают вертикальные фермы, это выращивание овощей в любой точке планеты. Один из таких примеров — это Антарктида. Сейчас я нахожусь в нашей антарктической теплице из проекта МКС, и я проведу небольшую экскурсию. Как вы видите, вокруг меня повсюду растения. Слева помидоры. Позади меня огурцы. Справа 4 вида салата. Таким образом, мы видим, что вертикальные фермы значительно расширяют наши возможности в производстве продуктов. Но это далеко не предел.
Сегодня разрабатываются проекты полноценных экосистем, способных выращивать не только овощи и фрукты, но даже рыбу и птицу. Французский архитектор Пьер Сарту предложил вертикальную ферму смешанной функции Tour Vivant – живая башня, в которой можно расположить жилье, фермы, помещения для отдыха, рестораны и магазины. Концепция экобашни Tour Vivant заключается в объединении производства гидропоники и жилья в городской среде. 30-этажная пирамидальная ферма Pyramid Farm, разработанная Диксоном Диспомье. Это сельскохозяйственная экосистема с замкнутым циклом, в которой почти каждый элемент сельскохозяйственного процесса, включая воду и питательные вещества, рециркулируется. В ней будет использоваться только 5% земли, необходимой для традиционных фермерских полей. Одна такая ферма будет производить самые разнообразные фрукты и овощи, рыбу и птицу и кормить около 50 тысяч человек в год. Только эти несколько технологий показывают, что как только начнется переход с потребительского формата на созидательный, проблема голода будет решена мгновенно. Благодаря объединению научного потенциала, лучших разработок и ресурсов в течение первого года переходного периода к созидательному обществу будут созданы универсальные многоцелевые фермы. В таких комплексах в одном строении, помимо выращивания растений, будут также фермы по выращиванию рыбы, скота и птицы. Первый этаж – рыбная ферма. Второй и третий этажи занимает животноводство. Верхние этажи предназначены для сельскохозяйственной продукции – растений, ягод, фруктов и овощей. Мы можем создавать такие фермы даже на тех территориях, где ничего не растет и земли непригодны для жизни человека. Пустыню Сахару мы превратим в самый плодородный район Земли. Свежие продукты, без химической обработки и пестицидов, будут на вашем столе в любое время года, в любой точке мира. Да, это видео ясно показывает, что все технологии, которые могут помочь нам решить проблему голода, уже существуют. И дело за нами — начать их использовать. Я хотел бы спросить Викторию, могли бы вы поделиться с нами своими впечатлениями от этого видео? Я знаю, что вы живете в Испании, и, как мы видим, там была засуха, наводнение и так далее. И как вы думаете, могут ли эти новые технологии помочь улучшить качество питания людей? Конечно, все, что было показано в этом видео, все, что было сказано, это очень важно. И, конечно же, это должно развиваться полным ходом. Но я хотела бы вернуться к тому, о чем я говорила немножко ранее, о том, что не требует технологий, и это можно использовать на уровне каждой семьи. Это не требует ни больших помещений, ни чего-либо еще подобного. Для начала, вот прямо сейчас, конечно, есть технологии, но можно использовать и другие возможности выращивать растения. Вот опять-таки вернусь. Хочу предложить метод выращивания ростков, то есть семян. Даже когда семя прорастает, оно содержит во много раз больше белков и все важнейшие питательные элементы для человека. Но на самом деле этих элементов в семени в 300, иногда в 500 раз больше. И для этого не требуется никакого специального оборудования. Это можно делать даже на тарелках или в любой банке. И научиться этому очень-очень легко. Можно эту эту науку преподавать в школах, чтобы люди могли данный метод использовать для приготовления салатов, для удовлетворения постоянной потребности в продуктах питания, которые мы испытываем ежедневно, и в том числе во всех питательных веществах. Все просто. Здесь не нужно никаких специальных законодательных актов, вообще ничего не нужно. Ничего. Мы можем начать вот таким образом и при этом формировать все остальное, то, о чем говорилось. Конечно же, это важно. Но на самом деле мы могли начать это еще вчера. Вот, например, у меня дома есть только маленький стеллажик.
с растениями. Но с него я питаюсь постоянно каждый день. Я использую ростки, пророщенные ростки, частично в салатах или просто их ем. Они очень приятны на вкус, дают мне силы и все необходимые питательные вещества, чтобы поддерживать себя в хорошем состоянии, энергетическом тонусе. Вообще-то мне 82 года. И вот я здесь с вами. Я очень рада тому, что встретилась с вами. Надеюсь, что еще могу сделать что-то большее для человечества и нашего общества. Но правда в том, что мы зачастую создаем что-то сложное. Потом мы ждем, чтобы это реализовать. Мы вкладываем внимание. Но ведь можно начать решать эту проблему хоть в Африке, хоть в любом месте, правильно? Там, где немного воды, где есть какие-то семена, но мало света. Не нужно большое пространство и не нужны какие-то огромные познания. Если обучать людей или даже детей, то с помощью этих методов можно начать решать очень многие проблемы в части голода, недоедания людей. Спасибо. Большое спасибо, Виктория. Да, действительно. Я думаю, что это нормально для людей оставаться очень активными. Знаете, это должно быть нормой. Мы не должны думать, что люди в определенном возрасте просто перестают быть функциональными для общества. Это должно быть нормой оставаться здоровым. И опять же, лучшее здравоохранение — это профилактическое здравоохранение. Поэтому, если мы позаботимся о том, чтобы наши люди были здоровы, мы сможем это сделать. И я видел выражение лица Михала, когда он смотрел, он был так взволнован. Я хочу спросить вас, Михал, как специалиста, как человека, который посвятил жизнь этим технологиям, что вы думаете? Каково ваше экспертное мнение по поводу видео, которое мы только что посмотрели? Мы посмотрели очень хорошее видео про самую передовую технологию, я думаю. Например, НАСА или ЕСА в Европе. Обе эти организации пытаются найти решение закрытого способа выращивания продуктов питания, потому что во время полетов в космосе невозможно взять продукты питания на 10 лет. Это нереально. Поэтому надо найти такой способ. И именно эта технология может помочь. Думаю, что это единственная технология, которую мы можем использовать. Но есть два момента к этому видео, которые я хотел бы добавить. Мы видим технологию суперкрутую и продвинутую. Полагаю, что эта идея не только для богатых стран. Мы можем использовать это и в бедных странах, потому что если у вас есть, например, какие-то натуральные материалы, например, я забыл как-то по-английски, но не имеет значения. Вы можете построить такую ферму из дерева, к примеру. Это возможно, и вы можете использовать эту концепцию каждый день, и в бедных странах это возможно. И я думаю, что это момент, который отсутствовал в этом видео. И второй момент заключается в том, что мы не должны выращивать только продукты питания. Это очень интересно. Нам не хватает знаний, например, о водорослях, о водных растениях. В них может содержаться множество очень специфических веществ для организма человека. Например, вы можете выращивать лекарства или что-то для фармацевтических целей или нечто в этом роде. И это второй момент, который был упущен в этом видео. Но это очень интересно. Вот такое дополнение к нему. Большое спасибо. Это очень интересно. Как эксперт смотрит на проблему. И мы ясно видим, что при сотрудничестве, взаимодействии представителей из различных сфер
мы можем приумножить ценность друг друга. И мне очень нравится комментарий, что эта технология должна быть предоставлена не только тем, кто летит в космос, но сначала мы должны использовать ее и решить продовольственную проблему во всем мире. И я был очень поражен выступлением на глобальном форуме, где говорилось, что за последние 10 лет Главное агентство ООН, Всемирная продовольственная программа, собрало более 79,8 миллиарда долларов США. Вы можете себе представить такую сумму? Я просто не могу себе это представить. Я думаю, что, используя все эти технологии, можно было бы уничтожить весь голод на планете. А что мы видим вместо этого? ООН уже говорит о том, что будет еще больше голодающих в ближайшие годы. Получается, что вместо того, чтобы решать эту проблему, увеличивая бюджет, она становится только более и более серьезной. И мне также нравится идея Виктории о том, что мы должны делать что-то вроде того, чтобы проповедовать молодому поколению. Вместо образа мышления, что овощи растут в супермаркетах, мы должны организовывать, скажем так, проекты по обучению молодого поколения тому, что есть такие технологии, и что мы действительно можем быть самодостаточными, и еды реально может хватить на всех. Но для того, чтобы это сделать, нам, очевидно, нужно информировать людей. Поэтому мой следующий вопрос будет таким. Лисет, как бы вы прокомментировали процесс мотивирования людей посмотреть форум, начать анализировать информацию вместо того, чтобы просто потреблять уже готовую информацию в публичных СМИ? Ну, во-первых, я думаю, самое важное, потому что я читала комментарии, когда вы были в эфире, и у всех сейчас есть, я не знаю, может быть, это защитный механизм, который есть у каждого. Ну, это обычное дело, это всегда так, это всегда так. Поэтому я верю, что если с самого начала вы будете открытыми, что, мол, нет, это не так, это не коммунизм, это не то, это не это, и пригласите их быть непредубежденными, прежде чем они попытаются воздвигнуть какой-то барьер. Дайте им знать об этом с самого начала, что это не то, что вы думаете. Просто будьте также открытыми, а затем возьмите лучшие кусочки каждого из этих разделов и обобщите это каким-то образом. Потому что, когда я вижу большое количество видео, о, да, это тоже хорошо, это я помню, а где была эта часть, где это было в этих 12 часах? Понимаете, если бы мы могли сделать какую-то сжатую версию из самого лучшего, потому как прежде всего хочется убрать барьеры. Все хорошо, ничего плохого, не бойтесь. Люди всю свою жизнь, мы привыкли видеть мир определенным образом. Так что если мы начнем постепенно отслаивать различные слои защитных механизмов выживания, которые мы развили, говоря, что все в порядке, это как будто мы пытаемся заставить людей смягчить свои сердца. Понимаете, в современном обществе происходит так много негативных вещей, что каждый обороняется. Поэтому если мы подходим к этому так, что вы хотите сказать, что все в порядке, в этом нет ничего плохого, откройте на это глаза, это может быть возможностью. Поэтому медленно знакомьте их с тем, что ослабит их бдительность, а затем скажите, что это лучшая часть из того, что мы потенциально могли бы иметь. Просто обучайте людей. Мы должны отучиться от того варианта, как все мы проживали свои жизни.
Спасибо, Лизет, за ваши комментарии. Я тоже видел их. Я видел, и это было забавно, потому что иногда внимание людей отвлекается, они полностью уходят в сторону. И одна из самых популярных тем обсуждения — являются ли спикеры настоящими? Или они являются искусственным интеллектом? Ну, ребят, я честно вам скажу, что мы искусственный интеллект, все мы здесь, потому что идеи, которые мы выдвигаем, чтобы построить справедливое общество, они выглядят как нечто искусственное для потребительского формата существования. И в современном мире есть только деньги, деньги, деньги и деньги. И никому больше нет дела до человечества. Поэтому идеи, которые мы высказываем, могут показаться вам фантастическими. Но есть очень много людей, которые присоединяются к ним. И с каждым человеком у нас появляется все больше и больше предложений, как это лучше преподнести, как подать эту информацию. И вот появились такие прекрасные предложения. Я бы пригласил Михала принять участие в нашем следующем форуме, в подготовке, и поделиться своим опытом. И это то, как мы формируем его, как бы блок за блоком. И я уверен, что вы тоже можете это сделать. И то же самое касается и наших зрителей. Я приглашаю вас посмотреть форум «Глобальный кризис. Наше спасение в единении», который доступен онлайн на всех стриминговых платформах на 150 языках. И я уверен, что у вас также будет много предложений. Так что, пожалуйста, отправляйте их на сайт creativesociety.com. Красная кнопка в правом верхнем углу называется «Присоединиться». Вы можете оставить в разделе комментариев все свои предложения и принять участие в подготовке следующего форума. И дайте нам знать, как вы хотели бы информировать людей об изменении формата жизни с потребительского на тот, где человеческая жизнь является главной ценностью. И это не означает, что мы будем потреблять меньше или ограничивать себя. Нет. Это значит, что мы перестанем тратить человеческие жизни и человеческое время практически впустую, как это происходит сейчас. Сегодня был удивительный круглый стол. Я чувствую, что мне очень-очень приятно быть здесь с вами. И прежде чем мы закончим, я хотел бы также попросить всех нас сказать несколько слов о самом проекте «Созидательное общество». Почему этот проект важен, по вашему мнению? И как бы вы вдохновили наших зрителей? Что бы вы хотели сказать зрителям о проекте «Созидательное общество»? И я хотел бы начать с Виктории. Просто короткое пожелание, послание в нескольких предложениях, чтобы воодушевить наших зрителей, чтобы пробудить интерес в них. Как бы вы это описали? Виктория, вам слово. Да, конечно. Ну, самое мотивирующее с моей точки зрения, это то, что у нас есть очень много людей, у каждого из нас, которых мы любим, которых мы знаем хорошо, начиная с наших семей. И, очевидно, главное, чего мы хотим для этих людей, и в том числе для себя, это чтобы у всех была возможность процветающего, справедливого, достойного будущего. Поэтому, видя, как сейчас развиваются события на планете, в нашем обществе, при таком количестве конфликтов, нерешенных проблем, очевидно, что все это должно стать для нас очень серьезной мотивацией, чтобы решать эти вопросы наиболее оптимальным, наиболее быстрым способом, чтобы у нас у всех все-таки было будущее. Считаю, дело в том, что люди, когда узнают, что форум длится 12 часов, а ведь многие работают, чем-то еще заняты, люди все еще не сознают проблемы, которые происходят с планетой, с каждым из нас. Поэтому многие, особенно молодые люди, они не могут найти время и говорят: нет, 12 часов, да где я найду столько времени? Ну, знаете, но ведь я считаю, что вот то, что мы узнали на форуме, и что мы узнаем дальше на последующих форумах и в других каналах общения, нам действовать ради людей, у которых нет столько времени или которые просто не понимают важность, что нужно найти время посмотреть форум, что вот это очень важно.
Возможно, нужно действительно сделать несколько частей, из нескольких видео, которые будут идти одно за другим, но не более часа. Вот самый максимум, ну не более 1 часа, чтобы люди могли узнать об этой информации и таким образом понять, что их участие — это не просто приглашение, а это необходимость. Потому что мы ведь часто требуем прав, но у нас же много и обязанностей. И наибольшая обязанность у нас перед теми, кто будет жить после нас, это оставить им такое общество, которое не будет обществом потребления, а будет обществом людей, обществом для человечества, для всех. Вот так я думаю. Спасибо, Виктория. Это было очень вдохновляюще. И я хотел бы оставить один небольшой комментарий, поскольку многие люди считают созидательное общество проектом группы людей, которые как бы используют ученых и авторитетов или злоупотребляют учеными авторитетами для того, чтобы, скажем так, представить себя. И это абсолютный миф, потому что созидательное общество — это возможность, это, скажем так, возможность для всех нас начать жить совсем не так, как мы живем сейчас, в постоянной борьбе, постоянной, скажем так, погоне за тем, чтобы удовлетворить основные потребности. Это проект людей, которые поняли, что мы больше не должны полагаться ни на кого, ни на организации, ни на правительство, ни на кого, потому что я считаю, что у них было достаточно времени, чтобы доказать, что они могут что-то сделать. Однако, если мы оглянемся назад, не знаю, на 10, 20, 30 лет, что они сделали? Я думаю, что их дела говорят сами за себя. И поэтому нам нужно использовать этот шанс и создать запрос снизу, потому что, в конце концов, созидательное общество — это результат опроса миллионов людей, которые выразили свое мнение о том, в каком мире они хотели бы жить. И то, сможем ли мы жить в этом мире, зависит от каждого отдельного человека. И я хотел бы поблагодарить всех наших сегодняшних гостей, потому что участие в этой международной дискуссии — это уже ваш вклад в то, чтобы приблизить нас к обществу, которое стоит того, чтобы называть его человечным. И я хотел также спросить, Лисет, какими будут ваши заключительные слова для нашей аудитории? Мои заключительные слова будут такими. Мы должны открыть свой разум. И это наша ответственность. Вы знаете, это наша жизнь. Это жизнь наших детей, детей наших детей. Прежде чем ставить барьеры, дайте себе шанс узнать о реальной ситуации, в которой находится наш мир. Прежде чем просто говорить «нет» этому, будьте непредвзятыми, постарайтесь отказаться от привычного образа жизни и открыть свое сердце для новых возможностей, чтобы жить в лучшем обществе. Спасибо. Я думаю, что одна из причин, почему люди так много знают о тех самых вертикальных фермах, заключается в том, что они не понимают проблем, с которыми сталкивается наше человечество. И мы все время слышим в новостях, что что-то дорожает, и у нас может быть голод, и у нас может быть и так, и сяк. И люди говорят приблизительно следующее: ребята, наверное, они что-нибудь придумают, они позаботятся о нас. Но когда мы видим, что, например, треть Пакистана ушла под воду, понимаете, если не рассматривать это в глобальной картине того, что происходит со всем остальным миром, можно подумать, что это всего лишь одно событие. Но это происходит почти везде. Мы видим климатические изменения, при которых мы не можем получать те же продукты из тех же полей. И очень неэффективно использовать землю так, как мы используем ее сейчас. И это сложный вопрос. В мире есть много людей, которые живут в сейсмоактивных зонах и станут беженцами в скором времени. И придется переселять миллионы, если не миллиарды людей. И мы должны думать,
как обеспечить всех едой и жильем в ближайшем будущем. И мы говорим сейчас про ближайшие годы. Если мы как общество не будем развивать эти технологии, не будем строить вертикальные фермы уже сейчас, то проблемы, с которыми мы столкнемся, мы же помним, что произошло 2 года назад, когда полки в магазинах опустели. И люди дрались друг с другом за туалетную бумагу. Это была туалетная бумага, ребят. Это была даже не еда. А теперь представьте, как поведут себя люди, когда полки будут пусты и еды не будет. Поэтому, чтобы не дойти до этих сценариев, действительно мрачных и жутких, мы должны думать об этом сейчас, когда мы можем посмотреть на это с позитивной точки зрения. Мы можем сказать, давайте присоединимся к созидательному обществу, создадим запрос, разработаем эти технологии и построим действительно светлое будущее, от которого мы будем в восторге. Как мы были в восторге сегодня, говоря об этих технологиях. И, Михаил, я не знаю, смотрели ли вы полностью всю конференцию, посмотрели ли вы ее или посмотрели позже, что вы скажете и ваше мнение о проекте «Созидательное общество», а также ваши пожелания нашим зрителям. Да, я посмотрел часть видеотрансляции, но не все 12 часов. Вы упомянули много проблем, но я должен сказать, что с моей точки зрения это небольшая проблема. Скажем так, для меня самой большой проблемой, а математически она будет абсолютно большой проблемой на этой планете, является то, что 3 миллиарда человек на планете просто зависят от пойманной рыбы и морепродуктов. И популяция рыб в наших океанах и морях либо почти уничтожена, либо они полностью опустошены и никогда не репродуцируют. Таким образом, это означает, что 3 миллиарда человек будут голодать, когда эти запасы подойдут к концу. И если мы сейчас не объединимся и не будем действовать, 3 миллиарда человек будут голодать, и мы будем драться за еду. На самом деле, я не хочу жить в таком мире, поэтому я собираюсь действовать. Я буду мотивировать людей вокруг что-то предпринимать. И именно поэтому я здесь с вами. И я вам очень благодарен за то, что вы здесь, и всем нашим слушателям. И, пожалуйста, давайте действовать, чтобы найти решение. Большое спасибо. Наши гости сегодня Виктория Лисет и Михаил, которые решили действовать, не быть пассивными, а внести свой вклад в улучшение нашего мира своими делами, за что я им очень благодарен. И если вы не безразличны, наши дорогие зрители, к тому, что происходит вокруг нас, и если вы поняли, что нам нужно начинать действовать, пожалуйста, посмотрите конференцию, подпишитесь на нас в социальных сетях, в Twitter, в Facebook, в TikTok, в Instagram и делитесь информацией о проекте «Созидательное общество», потому что именно так мы можем мирным путем, в соответствии с законодательством, изменить этот мир и сделать его лучше. Я хотел бы поблагодарить всех за то, что смотрели нас. Спасибо, Талий, за то, что ты был соведущим. Спасибо всем гостям. И до встречи на одной из следующих международных дискуссий. Спасибо. Спасибо.